Стерва! Она украла мои ключи! Мне нужно отвлечь бывшую жену Лейсона, чтобы он мог стащить ключи от своего магазина. Черт, я должна была догадаться. Проваливайте отсюда! Почувствуй себя. Ой-ой-ой! Черт! Проклятие! Лови его! Эй, парень, лови его! Ой-ой-ой, всем привет! Добро пожаловать в эксклюзивный контент! Добро пожаловать на Бусти! Перед вами дополнительная серия сезона «Последняя реальность». А вообще, всем привет, дорогие друзья! Я Лол. И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы пиратим этот ролик, да? Смотрим его где-то на ютубе. Ну а если честно, то всем привет, кто на ютубе, всем привет, кто на Бусти, всем привет, кто где-то еще. Перед вами дополнительная серия по сезону «Последняя реальность». Сегодня мы не просто повыживаем, не просто попадем в параллельный сюжет, нет. Перед нами вполне себе история, которая косвенно затронет даже основное повествование. Добавлю сразу, просмотр этой серии не обязателен. Если вы пропустите данное видео, то никакой глобальной сюжетной ниточки не упустите. Я не запрещаю выкладывать это видео в публичный доступ, но, тем не менее, я премного благодарен тем людям, кто поддерживает меня и команду, подписавшись на Бусти. Спасибо вам большое. Даже вот эти вставки от монтажера, и вот эти, они тоже оплачиваются, ребята. Еще раз спасибо. Короче, дабы начать эту дополнительную серию, мне нужно просто зайти в комнату, нажать по кровати, и после этого... Всем доброе утро. Привет, Ло. Слушай, а ты случайно не собираешься в ближайшее время в торговый центр? Я просто... Какой же ты таинственный, Карл. Интересно, на что же это ты ему намекаешь? Дилан, перестань. В общем, Ло, так чего? Не хочешь в ТЦ сходить? Так, вообще не собирался. Там нет ничего интересного. А вот это, кстати, неправда. Там много чего интересного. Собирался, причем именно сегодня. Обмануть, нифига себе. Вообще, не собирался. Но тебе там, видимо, что-то нужно. Либо первое, либо второе. Ну, не знаю, давайте. Собирался, причем именно сегодня. Ой, вот это прекрасно. То есть точнее... В общем, я хотел попросить тебя зайти в один магазин, проверить ассортимент. Я просто слышал, там появилось новое удобрение, но тебе оно тоже должно понравиться, оно тебя заинтересует. Оно включает в себя суперфосфат, фосфоритную муку и даже калийную соль, прикинь. Ой, да должно крайне благоприятно влиять на рост бобовых культур. Так, сможешь проверить, оно там есть? Чё, серьезно? Как еще раз? Короче, новое удобрение, окей, давай. Эй, Карл, а чё ж ты сам-то не сходишь, раз так воодушевлен калом и солью? Да... Что? Калийной солью, Дилан! Ну, вот ты опять это сказал. В общем, я не могу туда съездить, потому что... просто потому что... Эй, Лолошка, в общем, спасибо тебе большое. Ты настоящий друг всех растений и меня. Удачи тебе. Да подожди, а что купить-то? Я ничего не понял. Мне нужно новое удобрение. Причем какой магазин? Что делать-то надо? Алло! Мне ехать туда? Дилан? Не поговорим, понятно. А может быть задание какое-то появилось? Так. Нет, и заданий тоже никаких. А что делать-то реально, я не понимаю. Я, конечно, как бы могу адаптироваться и все такое, но когда мне просто сказали где-то в торговом центре купить удобрение... Не, это тяжеловато, но ладно. Давай тогда мы просто спустимся, выйдем из общежития и пойдем на остановку. Наверное, единственное, до чего я сейчас могу додуматься, это поехать на шоссе Хэнафорта. Там находится, по идее, торговый центр. Угу, да. И вот мы здесь. Чё я тут делаю? Где я в этом огромном торговом центре буду искать новое удобрение? Сейчас я пытаюсь вспомнить хотя бы один магазин, который специализируется на растениях. И... погоди. Стоп, вот же растение. Здравствуйте. Так, торговать. Лаванда, полевой цветок. Нет, видимо, мне не это нужно. Да блин,
Камелия, я тебе говорю, я говорю тебе еще раз, ты тратишь на него слишком много денег. Он тебе не нужен, пойми, я просто... О, как мы заговорили, посмотри на него. А я почему-то думала, что из нас двоих я всегда занималась бухгалтерией. Да, ну ты серьезно? Ну не обязательно быть бухгалтером, чтобы понять, что это пустая трата денег. Камелия, пойми, я же о тебе забочусь. То есть вот так выглядит твоя забота, да? Знаешь, Лейсон, раньше я сомневалась, что развод был хорошей идеей, но сейчас я понимаю, что плохой идеей было вообще выходить за тебя. Если ты такой потрясающий бухгалтер, веди все свои документы сам. Понял? Чао. Но, эй, Камелия, я не это имел в виду. Черт. А тебе что надо? Че застыл, а? Иди куда шел. Да, так, у меня калийное удобрение. Я, может быть, могу вам как-то помочь, мистер Лейсон? Не подскажете, где здесь можно купить удобрение? Где хочу, там и стою, не ваше дело. Напомню, вот эта дополнительная серия на глобальный сюжет, конечно, никак не повлияет, но все-таки косвенно на основной сюжет может, немножко может, поэтому грубить я точно не буду. Не подскажете, где здесь можно купить удобрение? Давай вот так. Да, подожди, что, ты ботаник, что ли? Вообще не похож просто. А так, лучшее удобрение ты можешь купить у меня в магазине. И я как раз недавно придумал, как добиться самой крутой формулы. Давай, за мной. И это, ты, парень, ты уж прости меня, я сорвался на тебя. Просто эта стерва, с которой я только что болтал, моя бывшая жена. Мы развелись пару месяцев назад, до сих пор не могу привыкнуть. Мы все делали вместе. Дом, быт, сад. Да даже работа у нас была общая. У нас был свой магазинчик с товарами для сада и огорода. Она занималась цветами и букетами, я занимался фермерскими товарами. А эта стерва его у меня отжала при разводе. Хотя, знаешь, плевать. Я вот свой открыл. Только меня теперь парит, что она сказала, что больше не будет помогать мне с бумагами. Я ж хорош в своем деле, в агрономии, а не в договорах подряда и какой-то там прочей ерунде. Ну да ладно. Сейчас, погоди-ка. Вот. Это мой новый уголок. Сейчас открою, покажу. Так. Блин. Черт, где же эти ключи-то? О, черт. Украла. Стерва! Она украла мои ключи! Понимает ведь, что у нас ассортимент схожий, и конкуренции не выдержать. Так, сейчас. Слушай, парень, ты же тоже парень, да? Ты же понимаешь мою ситуацию? По-братски прошу тебя, выручи, а? Сходи к ним в магазин, отвлеки там как-нибудь, а я в это время найду свои ключи и все. С меня удобрение. Бесплатно. О, ух ты, слушай, круто! Ну ты, по сути, свое возвращаешь, а не крадешь что-то. Так и быть, помогу. Хотя, в целом, мы не знаем ее историю. Но то, что они развелись, и она как бы у него отжала магазин, это... неприятно. О, не-не-не, мистер, я не буду в семейные дрязги вмешиваться, не буду. Меня же потом выставят виноватым. Да знаешь, Лейсон, я просто у твоей Камелии удобрение куплю и все. Раз ты говоришь то, что ассортимент схожий. Не, он сказал то, что он придумал какую-то новую формулу, поэтому... так и быть, помогу. Да, я возвращаюсь... Ну вот именно! Не переживай, в долгу не останусь. Задание «Ключ от сердца» обновлено. Погоди, то есть благодаря вот этой дополнительной серии мы целый магазин откроем? Крутяк. А что нужно делать? У меня там задание какое-то появилось. Автор Лейсон. Окей. Мне нужно отвлечь бывшую жену Лейсона, чтобы он мог стащить ключи от своего магазина. Ха, интересно, чем это все закончится? А где ее искать? Я же вообще не знаю здесь ничего. О, растение. Опа, папа, погоди-ка. Тут есть люди. А вот и Камелия. Здравствуйте. Ну, да, здравствуйте. Хотите приобрести цветы для любимой? Или растения для дома? Меня интересует удобрения. Какие у вас есть? Эй, меня подослал ваш бывший муж. Он думает, что вы украли у него ключи от магазина. Я хочу приобрести цветы для прекрасной женщины. Для вас. Ой, ну это странно. Меня интересует удобрения. Какие у вас есть? О, как здорово, что вы пришли с этим вопросом прямо в мой магазин. Мэтью, ты можешь взять перерыв и заняться чем-то, о чем мы с тобой говорили. Хорошо. Пойдемте, покажу вам стенд с удобрениями. Так, сейчас. Все, за мной. О, ладно.
Подожди, а может быть и здесь можно было реально приобрести? Скажите, подкормку для каких растений вы выбираете? Лейсон. Блин, там Лейсон был, он прошел туда, внутрь. Так, ладно. Не знаю, для любых, наверное. Для комнатных цветов. Во, для бобовых культур. Я помню, там Карл это говорил. Ух ты, для бобовых. Знаете, я не очень сильна в овощных культурах, если честно. Вообще, как правило, я советую своим покупателям кальциевую селитру. Может быть, она вам тоже подойдет? Эй, Вполне... женщина, ты что несешь, а? Азотистое удобрение для культур, которые сами лучшие азотонакопители? Ты, может, ему еще предложишь неразбавленным его использовать, а? Что за... Блин, а своего малолетнего консультанта чё? Ты тоже таким премудростям учишь? Во-первых, ты что здесь делаешь, Лейсон? Во-вторых, чему я учу Мэтью, не твое дело. А, вот как. То есть для тебя он теперь просто Мэтью, да? Боже, не твое дело, как я общаюсь с другими людьми, Лейсон. Ты мне не муж, чтобы тебя это парило. С людьми, да? Но не просто с другими людьми, а с молодыми смазливыми мальчишками, которые только и норовят, что охмурить богатых предпринимательниц. Так вот в чем дело. Ты ревнуешь. Что? Я? Я ревную? Ты погляди на нее, посмотрите! Пойдем, парень, мы уходим. Ключи я нашел. Как я и думал, это она их украла. Так, я не... Ты что, с ним заодно, что ли? Черт, я должна была догадаться. Проваливайте отсюда. И никогда здесь больше не появляйтесь. Ой-ой-ой, а мне от тебя больше ничего и не надо. Ну-ну, давай, проваливай тогда. С катертью дорожка, вам обоим. Видеть тебя больше не хочу, Лейсон. Блин, спасибо тебе большое. Что бы я без тебя делал, парень? Ключ лежал прямо у нее на стойке. Что на нее, кстати, не то чтобы похоже. Как будто она знала, что я приду его искать, и хотела, чтобы я его нашел. Она хотела выманить меня подальше от магазина. Быстрее, пойдем! Встречайте, гардероб нового поколения. Так, опа. Ой-ой-ой! Черт! Проклятие! Лови его! Эй, парень, лови его! Да, господи! Господи, какой быстрый! Стой, какой стой, быстрый! кому тебе говорю! Смазливый мальчишка! Лови его, лови, парень, лови его! Стоп, погоди. О, не-не-не, он к машине Куда бежит, это ты зараза! собрался, парень? Да он сейчас уедет, быстрее лови его! Смотри, что пробует, смотри! Он не может! Он не может уехать. Чё? Не получается на проколотых колесах покататься, Вот да? же ж зараза! Вот же ж гаденыш, а! О нет, это ты первая начала. Кто мои ключи украл, а? А кто мне под дверь кошачьей мяты насыпал? Хотя знает, что у меня аллергия. Ах, вот когда. А кто мне магазин сейчас всякими надписями разрисовал? О, вот оно. А кто мне... Да блин, ну хватит! Мне это надоело! Слушай, ты, конечно, красотка, все дела, плачешь вроде неплохо. Да я только я той жилеткой не нанимался. Ты задолбал уже страдать по-бывшему, реально. Мне эта драма не нужна. Я увольняюсь. Эй, но... Погоди. Чао! О чем только что говорил этот сопляк? Не знаю. Я понятия не имею. Погоди, жилеткой? Она страдает по Лейсону. Ребят, какие же вы токсичные, а? От вас любые цветы вянут. Неужели вы не понимаете? Вы все еще любите друг друга. Вам бы на парную терапию. Кстати, да. Раз Мэтью уволился, вам помощник не нужен? Шилы прокалывать я умею. Господи. Неужели вы не понимаете? Вы все еще любите друг друга? Что? Нет, он невыносим. Нет, это она, стерва. То, как он носится со своими фермами, просто выводит меня из себя. Постоянно насекомые от ее цветов дома. Ну да, конечно. У нас был круглогодичный доступ к свежим овощам. А дома у нас всегда было красиво и приятно пахло. А мне нравилось, что ты так увлечен своим делом. А мне нравилось, с какой любовью ты относилась ко всем своим растениям. А мне не хватает вечного запаха навоза от твоих удобрений. А мне круглосуточного света твоих ультрафиолетовых ламп. Но, Лейсон, прости, что испортила тебе витрину. Камелия,
прости, что проколол тебе шины. Камелия. Лейсон. Слушай, и ты, прости, парень. Тебя зовут-то, кстати, как? Лолошка. Приятно познакомиться, Лолошка. Да уж. Конечно, разглядеть нашу любовь за всеми этими ссорами должно было быть непросто. Да, мы бы сами никогда не справились. Ага. Мне, знаешь, кстати, понравилась идея с этой, как там ее, парной терапией. Может быть, ты наконец поймешь, что я тоже цветок, который хочет заботы. А я не мешок с картошкой, про который можно забыть на месяц. О, Я... Так. а знаешь, мы, вероятно, снова будем вести дела вместе. Ага, в одном магазине. И, слушай, парень, раз уж ты нам помог, заглядывай. У меня есть идея, чем тебя порадовать. Хорошо, допустим. Это было улетно, ребята. Ой, они исчезли. Ну все, мне, наверное, туда надо. Небритый козел, мешок картошки, идиот с огорода, картофельная моль. Ой, а тут что написано? Овощ. О, скупщик. Так, ладно, мне, наверное, нужно на 3-й этаж. Ребят, мне на самом деле действительно это удобрение бы. О, нифига, быстро ты решился-то. Блин, погоди, парень, ты же удобрение искал, точно. Слушай, я тут поговорил с Камелией. Она не против, так что я хочу обустроить для тебя свою автоматизированную ферму. У тебя есть местечко, а? Что? Подожди, я просто удобрение... Чего? Мне не нужна ферма, спасибо. Только если на улице где-то. О, и разблокировано. Да, у меня есть роскошный чердак в общежитии. О, вот и прекрасно, вот и прекрасно. Ты же поможешь мне взамен оттереть старания Мэтью с витрин, а? Да, давай. Окей. Супер. Тогда я сейчас договорюсь по доставке, а ты иди к моему магазину старому. А если тебе понравится мое изобретение, то можешь рассказать про него друзьям. Мы будем рады рекламе. Вот. Ага. Так. Могу ли я с кем-то поговорить? Камель? Удобрение. Ты погляди, какая красота. Вот, держи. Я у Лейсона выяснила, какие удобрения нужны. И... Слушай, спасибо тебе еще раз за помощь. Мы решили дать тебе карту постоянного гостя. Да, кстати, точно. Ты бери, не стесняйся. Ты нам столько денег на аренде сейчас сэкономил, парень. Да, вот, возьми. Что? Реально? Где? Во, карта постоянного гостя. Хо-хо-хо! Так, окей, погнали. Итак, я снова здесь. Мне нужно... во, Лейсона дождаться идет. На всякий случай посмотрим, здесь кто-нибудь есть. Скупщик. Вот у меня есть что-нибудь сейчас, что продать можно? Нет. Итак... Ну, что что ж, это? за работу. Так, погоди, что это? Ага. Давай, поехали. Как? Ну-ка. Ух ты, прикольно. И что, он прям реально сейчас уберет? Ух ты, я тоже убираю, смотри. То есть надо просто нажимать. Так, оттираем, вот это не надо. Оттираем. Овощ тоже оттираем. И все. Ну что, парень, еще раз тебе большое спасибо. Фу. Рад, что ты не обиделся на меня, когда я на тебя накричал с утра сегодня, помнишь? Отлично получился денек, насыщенный, черт возьми. Давай, бывай. Бывай. Блин, это очень круто! Карта постоянного гостя. То есть я теперь могу приходить к ним наверх и, наверное, что-то приобретать. О, задание ключ от сердца выполнено. И тряпка заменилась на мешок для удобрений. Спасибо! Еще раз благодарю! Все, я выполнил задание, Карл. Мне же сейчас, по идее, надо просто в общагу, да? Оплатить проезд, кампус Lucky Charms. Поехали! Ага, спасибо, мистер водитель. Карл, надеюсь, ты дома. О, здорово. А у меня для тебя кое-что есть. Что? Ты там, что, удобрение нашел? Да. Батюшки, ничего себе! Я просто просил тебя проверить, даже не покупать. О, спасибо тебе. Послушай, ты так добр ко мне.
Я даже чувствую, что могу тебе кое-что рассказать. Ой, я не поехал в ТТ сам, потому что стесняюсь туда ходить. Там все такие модные, там все такое яркое. У меня начинается тревога, и если я в такой день забуду свой ингалятор, я начинаю задыхаться. Так что, Ло, спасибо тебе огромное, что принес мне эти удобрения. И что выслушал. Ты только, пожалуйста, никому не рассказывай. Особенно Дилану. Ладно? Ладно. Хорошо. Ух ты, нифига! Так ты у нас прям жесткий интроверт. Скорее нет, социофоб. Так, Дилана нет. О, погоди, а у меня там, по идее, на чердаке что-то могло поменяться, да? Я правильно понимаю? Давай сразу проверим. Что-то связанное с удобрениями. Батюшки! Батюшки! Это просто халява! Что это вообще? Вытяжка? Подожди, кухонная вытяжка. Окей, так, здесь... ничего не открывается. А то, что открывается, вроде как пустое. Вообще, Лейсон говорил что-то про автоматизированную систему. Что здесь автоматизированного? Вопрос. Типа, цветы появляются сами? А, или, возможно, будет прокачиваться что-то типа фермерства. Если так, то это прям круто. Что ж, дамы и господа, это была полноценная серия по сезону «Последняя реальность». Не 5 минут, не 10 минут, полноценная серия. Очень надеюсь, что вам понравилось. Я очень надеюсь, что вы нас поддержите. Мы, правда, пытаемся делать больше дополнительного контента, и мы, правда, вам благодарны. Так что, если вы вдруг когда-то хотели поддержать какую-то компанию, но не знали, какую конкретно, то, ну, вот, можете поддержать нас. Мы, конечно, не компания, но мы команда. И как любая другая команда, просит поддержки. Еще раз вам спасибо. А вот если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоу-Ложка и дополнительная серия. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.